Я думаю, что украинцам сегодня быть, честно говоря, вот после этого, ну, я сам украинец, вы знаете, у меня есть кровь украинская, у меня предки из Полтавы. Мне стыдно, просто мне стыдно за те небольшую, но все-таки существенную часть своей крови. И я хочу, чтобы эта кровь была очищена кровью мрази, киевской хунты. И я на самом деле не могу носить в себе эту украинскую кровь, пока я не увижу казненных ублюдков, творивших беззаконие 2 мая. Это серьезно. Это голос крови. На самом деле, я бы не шутил с такими вещами, и я полагаю, что никакого права и гадина на какую-то западную украинскую государственность с центром в Киеве, я понимаю, что Юго-Восток не будет никогда в этом ублюдочном государстве, но никакого права эти люди контролировать даже западную Украину не имеют. Им, если пока не на земле, пока все то, что мы видим, творится, никто спокойно спать не будет. Поэтому на самом деле только нормальные люди должны править этим прекрасным, на самом деле некогда прекрасным украинским народом, этой замечательной, удивительной страной, с которой нас связывает все. Просто Киев, пока в Киеве гниды, на самом деле, русский человек, который родом из Киевской Руси, это наши корни, спокойно существовать не может. Либо действительно надо стереть с лица земли и заново построить, либо на самом деле люди должны прийти в себя. Я думаю, что в Украине необходимо тотальное, на всех ее территориях, во всех ее областях народное восстание, вооруженное восстание против хунты, не только на юго-востоке. Иначе ведь то же самое может произойти в Ужгороде, а русинов уже оккупировали, такие же молодцы, оккупировали русинский дом, где они собрались для решения своих совершенно спокойных проблем. То же самое нависло над венграми Подкарпатской Руси, над русскими, над всеми, на самом деле. Так и над украинцами. Помним, ведь на самом деле над кем издевался Саня Билый покойный? Над такими же украинцами, как он. На самом деле это совершенно не какие-то инородцы. И что он начал творить? Его остановили. Но сейчас пришли еще более страшные люди. Мы не видели зверств Сани Билова. Он просто за галстук потаскал какого-то... Очень безобразная была сцена. Но то, что увидели 2 мая, это уже выходит за все пределы. Я думаю, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. Я вас понял, Александр Гелич.